сегодняшнем видео мы расскажем о том, что волнует каждого таджика. Досмотрите это видео до конца, и мы поднимем самые актуальные и волнующие темы Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. А также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. It's a very stunning country, not touristic. The country has to remain like this, with welcoming people, and very welcoming people, not interested in money. Because when we travel abroad, in some countries, people are interested in money, not here. I can say that different landscapes and very, very beautiful. Sometimes difficult to climb, but it's very, very interesting. So I could advise to go to Tajikistan because it's so very, very beautiful and very welcoming. I came here for the first time, and I could say that French people don't think to come to go to Tajikistan. Of course, Tajikistan is not easy to discover because you need a guide. I thought it's very important to need a guide because it's very difficult to find the path and to visit the country. Друзья, так как нас встретил Душанбе, не встречал ни один город, в который мы приезжали. Спасибо большое. Да, а какой расскажу позже. Вот как. Все, спасибо большое. Ребята! Я не успеваю куда смотреть. Одно еще, пожалуйста. Я вас очень прошу, надо же встретить, сейчас снять еще. У нас был очень предметный разговор, касающийся всего комплекса развития отношений между Россией и Таджикистаном. Президент Таджикистана подтвердил, что между Россией и Таджикистаном стратегические отношения, отношения союзничества, что это отношения взаимовыгодные как для Таджикистана и для России, подтвердил заинтересованность Таджикистана, так же как и мы со своей стороны, в углублении, развитии, расширении наших связей в самых разных сферах. Беседа у президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона. Мы обсудили весь комплекс наших союзнических отношений стратегического партнерства, констатировали их поступательное развитие и, в частности, отметили, что торгово-экономическое сотрудничество, инвестиционные взаимодействия находятся на подъеме. Товарооборот за прошлый год увеличился почти на треть. И вскоре предстоит очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где будут рассмотрены новые проекты, в том числе в сфере энергетики, к чему проявляют интерес наши таджикские друзья и российские экономические операторы. Мы говорили также о необходимости более активно развивать инструменты взаимодействия в сфере сельского хозяйства. Реализуется, надеемся, скоро это уже станет практикой, договоренность наших президентов о создании зеленого коридора для импорта таджикской сельскохозяйственной продукции. Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.